Обязательно ставьте лайки и пишите свои комментарии. Они нам очень важны. Что наблюдатели из Центральной Азии говорят о туркменских выборах? Очередной выпуск программы Дуня Туркменлери «Туркмены мира». Мы хотим посвятить дискуссиям и обмену мнениями в онлайн-пространстве по поводу предстоящих президентских выборов Туркменистана. Обозреватели, аналитики, бывшие политики и журналисты, следящие за событиями в Центральной Азии, широко обсуждают в социальных сетях и других интернет-каналах неожиданное объявление досрочных президентских выборов в Туркменистане. В этом выпуске программы Дуня Туркменлери мы хотим представить вашему вниманию обмен мнениями о туркменских выборах в онлайн-пространстве. Объявление выборов через туркменские государственные СМИ, жестко контролируемые властями страны, определенно вызвали интерес не только остающихся в изоляции от внешнего мира туркменистанцев, но и обозревателей по вопросам Центральной Азии. Заблокированные в Туркменистане социальные сети, такие как Twitter, Facebook и YouTube, стали основными платформами, где происходит бурный обмен мнениями о туркменских выборах. Обсуждения о выборах, происходившие в основном среди обозревателей по Центральной Азии, не оставили без внимания и пользователей социальных сетей. Их в основном интересовали посты о туркменских выборах. Выступая на внеочередной сессии Халк Маслахаты Народного совета, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о намерении уйти со своего поста, чем удивил многих. 64-летний Бердымухамедов, заявивший о целесообразности дать дорогу к государственному управлению молодым руководителям, добавил, что намерен направить огромный жизненный и политический опыт на свою деятельность в качестве председателя Халк Маслахаты. Здесь необходимо остановиться на некоторых фактах, чтобы был понятен контекст. В прошлом году парламент Туркменистана превратился в двухпалатный законодательный и представительный орган. Это произошло по инициативе Бердымухамедова, которую он выдвинул за год до этого. В нарушение Конституции страны президент избрался членом, а потом и председателем Верхней палаты парламента. За последние несколько лет законодательный орган Туркменистана был реструктурирован. Параллельно президент назначал своего единственного сына Сердара Бердымухамедова на ключевые правительственные должности. Таким образом, измененная парламентская система дала президенту Бердымухамедову возможность, хоть и с прямым нарушением Конституции, занять должность председателя Халк Маслахаты. А Сердар Бердымухамедов, назначась один за другим на важные должности, фактически стал вторым лицом во власти и в глазах общественности превратился в закономерного претендента на должность президента. Вероятность передачи власти в Туркменистане от отца к сыну уже несколько лет является темой для обсуждения среди обозревателей по Центральной Азии. Но Гурбангулы Бердымухамедов объявил о намерениях отойти от дел именно 11 февраля 2022 года, ровно 15 лет спустя с президентских выборов, оформивших его приход к власти. А 14 февраля, опять же в день 15-летия принятия Гурбангулы Бердымухамедовым президентской присяги, его сын Сердар Бердымухамедов был выдвинут кандидатом на высшую государственную должность. Центральная избирательная комиссия утверждает, что регистрация кандидатов на должность президента продолжается. Но, как сообщают корреспонденты радио «Азатлык», большинство наблюдателей, как и туркменские граждане, не верят в то, что президентские выборы станут свободными и честными. Итак, вернемся к теме нашего разговора. Вначале обрисуем ситуацию вокруг предстоящих выборов на 16 февраля. Президент Бердымухамедов объявил о планах уйти с должности 11 февраля. На следующий день Нижняя палата парламента постановила о проведении 12 марта этого года досрочных президентских выборов. А 13 февраля Центральная избирательная комиссия объявила начало предвыборной кампании. А через день Демократическая партия Туркменистана выдвинула кандидатуру Сердара Бердымухамедова на должность президента. А 15 февраля был зарегистрирован второй кандидат. Вместе с этими событиями некоторые представители туркменской оппозиции, действующие за пределами страны, объявили о своих претензиях на пост президента Туркменистана.
Согласно туркменскому законодательству, претендент на пост президента должен постоянно проживать на территории страны в течение предшествующих 15 лет и быть возрастом не моложе 40 лет. Подробностей о том, собирается ли Центральная избирательная комиссия регистрировать оппозиционных кандидатов, не имеется. Они заявляют о намерениях проведения предвыборной кампании в режиме онлайн. Туркменское законодательство разрешает использование инновационных технологий в организации и проведении выборов. Но аналитики, ссылаясь на низкие демократические показатели Туркменистана, сомневаются в том, что открытые и честные выборы в этой стране возможны в принципе. Эксперт по Центральной Азии Брюс Паниер в интервью радио «Азатлык» 14 февраля описал происходящий в Туркменистане процесс транзита власти как попытку создания правящей семейной династии Бердымухамедовых. Профессор университета Глазго и эксперт по вопросам Центральной Азии Лука Анчески в беседе с «Азатлыком» 15 февраля также предположил, что в результате текущих событий в Туркменистане может установиться власть семьи Бердымухамедовых. Первым о дате досрочных президентских выборов сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя ЦИК. Тогда ни одно из государственных СМИ Туркменистана об этом еще не объявляло. Именно после первых сообщений в зарубежных СМИ эта новость стремительно начала распространяться в социальных сетях. Евразийская программа научно-аналитического центра «Атлантический совет» распространила материал издания «Юрасиен и Торг» о туркменских выборах в социальных сетях. В Туркменистане в следующем месяце будет новый президент. Но и новым президентом будет Бердымухамедов, приводится цитата из статьи «Юрасиен и Торг» на странице Твиттер Атлантического совета. Естественно, самой обсуждаемой темой, связанной с выборами, стало объявление кандидатуры Сердара Бердымухамедова. Много чего происходит в Евразии, поэтому вы могли упустить, что в Туркменистане назначили досрочные президентские выборы на 12 марта. Пока единственный кандидат Сердар Бердымухамедов. Если фамилия вам знакома, то это потому, что он сын действующего президента, написал старший советник Хельсинской комиссии США Бахти Нишанов у себя в Твиттер. Аналитик по постсоветским странам Геннадий Рудкевич поинтересовался, выразили ли свою поддержку Бердымухамедову остальные кандидаты в президенты. На комментарий о том, что сын президента является единственным претендентом на его должность, бывший посол США в Туркменистан Лора Кеннеди ответила так: «И по меньшей мере еще один внук на очереди». Решетка непотизм или решетка семейный бизнес в Туркменистане. Бывший дипломат Госдепартамента США Эван Фигенбаум вспомнил о своей поездке в Туркменистан в январе 2007 года, накануне президентских выборов, приведших к власти Бердымухамедова-старшего. «Я помню, что у его отца были 5 оппонентов. В январе 2007 года я обедал с одной группой кандидатов», написал бывший дипломат в Твиттер. На выборах 11 февраля 2007 года, по официальным данным Центральной избирательной комиссии, Гурбангулы Бердымухамедов был избран президентом, набрав 89% голосов. На следующий день после объявления кандидатуры Сердара Бердымухамедова, 15 февраля бывший посол Кыргызстана в США и Канаде Кадыр Токтагулов вспомнил об одном совещании в 2016 году, в котором он участвовал с сыном туркменского президента. В 2016 году на встрече Си-5+1 Центральная Азия плюс США в Вашингтоне я сидел рядом с Сердаром Бердымухамедовым. Мне понадобилось несколько минут, чтобы догадаться, что он сын президента Туркменистана, написал бывший киргизский дипломат и поделился фото, снятым на встрече. «Какое он оставил у вас впечатление?» Поинтересовался журналист проекта по расследованию организованной преступности и коррупции Мэтью Купфер. «Особого впечатления не произвел, поэтому я не сразу догадался, что он сын президента», ответил бывший киргизский посол. С целью продолжить обсуждение журналист написал: «Я слышал, что он застенчивый. Я надеюсь, что он станет хорошим президентом для своей страны и народа», ответил пожеланием Токтагулов. «Если исходить из опыта, это маловероятно. Впрочем, кто знает,
ответил журналист на пожелание бывшего посла. Еще один пользователь Twitter поинтересовался о языковых навыках Сердара Бердымухамедова. Какой он? Может ли нормально говорить по-английски? Написал в Twitter журналист Регис Генти. Я не припоминаю, чтобы он что-то говорил на встрече, ответил бывший посол, участвовавший в 2016 году на встрече с сыном туркменского президента.